Ну, тут теоретические работы не на пустом месте возникли. У нас институт, сначала лаборатория, которую создал Шафер Юрий Георгиевич, а потом и институт, развивались как экспериментальные учреждения, где главное внимание уделялось развитию техники, экспериментов, приборной базы и так далее. Но со временем, когда стали накапливаться большие объемы наблюдательного материала, то есть наблюдения мы вели, видели какие-то явления, в том числе, которые происходят в космических лучах, все эти явления уже стали нам видны. Надо было как-то научиться понимать, что это за ними кроется. И это, дало толчок для моих работ. Крымский Гермоген Филиппович, доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия. Бессменно работает в Институте космофизических исследований и аэрономии, в настоящее время в ранге советника РАН, почетный профессор Якутского государственного университета. Родился 18 ноября 1937 года в городе Алекминск, Якутской АССР. В 1959 окончил физико-математический факультет Якутского госуниверситета. В 1959 поступил на работу в лабораторию физических проблем Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР, на базе которой в 1962 году создан ИКФИА. В 1966 защитил кандидатскую диссертацию, а в 1975 докторскую по теме «Модуляция космических лучей и динамические свойства солнечного ветра». В 1964 Гермоген Филиппович дал объяснение природы суточной вариации интенсивности космических лучей на основе выведенного диффузионного уравнения переноса космических лучей. Это уравнение лежит в основе современной теории распространения и ускорения космических лучей в межпланетной и межзвездной среде. Значительный вклад внесли исследования Гермогена Филипповича Крымского и его учеников в решение проблемы происхождения космических лучей. Является автором и соавтором более 300 научных работ, в том числе 3 монографий. Среди его учеников 5 докторов наук и около 20 кандидатов. Гермоген Филиппович награжден медалью во знаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, орденом Дружбы народов, орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, орденом почета, почетной грамотой правительства Российской Федерации, орденом Полярная звезда Республики Саха-Якутия, удостоен почетных званий заслуженный деятель науки ЯССР. Ему присуждена государственная премия Республики Саха в области науки и техники. Я стал пытаться разобраться, какие явления сопровождают космические лучи в межпланетном пространстве. А там в межпланетном пространстве солнечный ветер, оно заполнено потоком вещества от Солнца, солнечным ветром. Он несет магнитные поля. А космические лучи – это заряженные частицы очень высоких энергий. И они в магнитных полях взаимодействуют с магнитными полями, и поэтому на них солнечный ветер оказывает влияние. А сами космические лучи приходят к нам из галактики, то есть из внешнего космоса. Что с ними там происходит, в этом солнечном ветре, нужно было разобраться. Общая картина этих процессов уже тогда была ясна. Люди работали, они понимали, но какие-то явления были упущены в то время. Очень важные, причем, явления были упущены. В чем дело? Я пытался строить некоторые мысленные эксперименты. То есть я брал такой ящик с упругими стенками, помещал туда частицу. Это космические лучи из таких частиц состоят. Помещал туда частицу и начинал деформировать этот ящик. Мысленно, конечно. Смотрел, что получается. И обнаружил, что если ящик сжимать, уменьшать его объем, то
то частица набирает энергию, там, увеличивается энергия определенным образом. А если расширять, то наоборот. Вот, и я сообразил, что солнечный ветер, ну, он большой, так сказать, заполняет все межпланетное пространство, но он тоже представляет собой как бы большой ящик, у которого стенки очень далеко, там, ну, почти их нету. Ну и тогда, значит, а он расширяется. Значит, там частицы космических лучей должны терять энергию. А вот уравнение, которое в то время уже было кем-то написано, оно не учитывало этот самый, удивительно, оно вот этот эффект не учитывало. И мне пришлось это уравнение исправить. Ну, то есть написать правильное уравнение. Ну, я это сделал. Ну, оно стало использоваться широко. Ну, правильное уравнение, значит, правильно стали описывать и стали правильно понимать процессы, которые с ними происходят. Вот через это уравнение многое можно понять. Где-то через полгода после моей публикации такую же поправку в это уравнение внес Паркер, американский физик. Ну, меня в то время никто еще не знал, а Паркер уже был тогда известным, ну, знаменитым, можно сказать, даже физиком. И поэтому вот это новое уравнение, которое я получил, а потом и Паркер получил, его так в мировой науке называют уравнением Паркера. Ну, так вот случается, бывает, что ты что-то достиг, а припишут другому. Ну, бывает. Значит, ну, а следующее достижение, которое я считаю, что это мое большое достижение было, это было обнаружение процесса ускорения космических лучей ударными волнами. Значит, что я сделал? Я, опять же, мысленные опыты делал. Поместил частицу в ударную волну и посмотрел, что с ней там происходит. Оказывается, она при этом в ударной волне набирает чудовищные энергии, может набирать. И вот обычная частица космической плазмы превращается в частицу космических лучей. То есть идет рождение космических лучей в ударных волнах. Это процесс мысленный, ну так, на простых примерах я изучил. И вот это было второе достижение мое, крупное. Оно признано мировой наукой. Но получилось так, что с разницей где-то в полгода-год еще было 3 работы на эту же тему написано. В Америке, в Англии и в Германии. Но моя оказалась первая работа. То есть она была раньше тех работ написана. Это стало известно. И вот теперь, когда этот процесс упоминают, обычно пишут ссылку на 4 работы, ну, вот этих наших 4 автора, ну, там, где 2 автора, где 1 автор, в общем, работы 4. Ну, вот тут уж я остался, как говорится, при своих. Вот, не было утрачено вот это достижение. Ну, а потом, ну, как получилось? Это только принцип, то, что вот мы обнаружили. А надо было создать настоящую теорию, то есть какие-то рассмотреть реальные процессы, которые в космосе протекают. Обычно это после взрывов сверхновых. Сверхновые звезды – это, значит, обычные звезды, но с большой массой, больше нашего Солнца. Они иногда взрываются. Ну, причины этому понятны, ну, физикам понятны. Но главное, что там выделяется огромная энергия, взрыв. Ну, идет ударная волна, и понятно, раз она идет, то там вот идет тот самый процесс ускорения, о котором я говорю. И вот эти процессы были уже вот моими молодыми коллегами, ну, прежде всего Евгением Бережко, изучены. То есть они построили современную теорию, основываясь на вот этой идее,
современную теорию, которая на компьютерах, она, конечно, была реализована в виде какой-то очень сложной программы. И, значит, ну и можно было изучать эти процессы прямо в космосе. А в космосе эти процессы наблюдаются с помощью специальной аппаратуры. Гамма-телескопы есть. Значит, астрономы пользуются телескопами, но обычно телескопы видят обычный свет. А есть гамма-телескопы. Это значит гамма-излучение очень высокой энергии, частицы тоже, фотоны. И вот гамма-астрономия, есть целая такая наука, которая занимается этим делом. Ну и вот оказалось, что эта гамма-астрономия, она почти целиком создается космическими лучами. И вот как раз эти процессы и изучают мои молодые, более молодые коллеги. Значит, ну, тут как можно сказать? Я, будучи еще молодым человеком, однажды разговаривал с Кутатиладзе. Значит, это знаменитый теплофизик в Академгородке Новосибирского. Он создал институт теплофизики. И был он в институте у нас у Юрия Георгиевича в гостях как-то. И мне довелось побеседовать с ним о его научной школе. Кутатиладзе создал за короткое время очень такую мощную группу физиков, ну, знаменитых причем, школу. И вот я его спрашивал, как это ему так удалось. Он мне ответил самым кратким образом. Он сказал: найдите молодого человека, который умнее вас. И вот это мне показалось очень неожиданным. А потом я поразмышлял, и, в общем, оказывается, это действительно так. Если вот тебе повезет, и ты найдешь такого человека, то многое можно достичь. А вот мне и повезло как раз. Вот Женя Бережко, это вот оказался таким человеком, который вот эту всю теорию создал. Ну, с авторами, конечно. В том числе один из авторов – это западно-германский физик Генрих Фельк, ну, который сотрудничал сначала со мной, а потом с Женей. Они много лет работали вместе. Они не просто сотрудничали, они уже стали друзьями. Вот. И вот и с авторами всей этой теории. Конечно, я Женю, когда он еще был молодым человеком, я ему рассказывал про физику космоса, про то, какие там процессы происходят. Но потом, сколько-то лет спустя, уже он мне рассказывал про физику космоса и про свои достижения, причем старался говорить попроще, чтобы мне было понятно. И, ну, мне было понятно, да, что он делает. Ну, вот это, значит, такое достижение. У Бережко он достиг такого мирового признания, даже, можно сказать, мировой славы. Его очень, ну, американцы со своими суперкомпьютерами, американские физики, спустя там сколько-то лет написали однажды, что они подтверждают теорию Бережко. Вот это было достижение. Ну, пришло время, когда ему надо было избираться в члены-корреспонденты. И я думаю, что и в академики бы, но вот болезнь помешала, тут уже судьба такая получилась. Ну вот, когда вы обнаруживаете то, чего другие проглядели, люди-то ведь занимаются многие и всеми вещами, которыми можно заниматься, кто-нибудь да занимается.
Поэтому ты никогда не будешь первый совсем. Кто-то у тебя есть предшественники, они достигли каких-то высот, а ты вот обнаруживаешь какое-то явление или ну, там процесс какой-то, который просмотрели, не обнаружили. Ну, это, конечно, доставляет определенную радость. Это так. А как долго такая радость может длиться? Ну, она греет, как говорится, вот когда ты уже на склоне лет, как говорят, то она, конечно, греет, потому что это было все-таки в результате каких-то огромных усилий достигнуто, а не просто так случайно упало с неба. Ну вот видимые явления, они, ну вот еще первобытный человек уже пытался как-то разгадать причины видимых явлений. Ну, например, молния, гром, там, ну, такое что-нибудь. Ну, они потом находили объяснение, что это громовержец, там по небу на колеснице катается. Но потом приходит какая-то наука, которая на самом деле, ну, поможет разобраться, что в самом деле там происходит. И вот, значит, таким путем явления-то видят все, а понимают не все. И вот кто-то первый, кто догадывается, как оно происходит, может быть, это не один человек быть, а целая вереница, как говорится, ученых. Один что-то понял, элемент, другой элемент понял, второй, третий человек. Ну, наконец, становится ясно, что там происходит на самом деле. И вот физики таким образом добираются до сути вещей. И это очень, значит, это, можно сказать, не просто наука, это даже элемент человеческой культуры. Видите как, окраина мира – это уже устаревшее понятие. Потому что сейчас, когда вот имеются современные средства связи, когда вы можете в течение нескольких минут связаться с любым человеком в любой точке земного шара, ну ведь это же совершенно другая ситуация, чем она была когда-то во времена Ньютона, например, или там даже более поздние времена. Поэтому теперь говорить о том, что мы в каком-то захолустье, просто невозможно. Теперь и молодые люди, которые дерзнут заниматься какими-то новыми совершенно вещами, они не проигрывают нисколько от того, что мы находимся здесь. Мы ни на какой, ни на окраине. Какие можно дать? Вот пытайтесь понять, что вас окружает, пытайтесь. И иногда непонятные вещи, они как бы возбуждают интерес, это дают какой-то вызов даже, что вот надо разобраться, понять, найти объяснение. Некоторое время назад я занимался атмосферными явлениями. Значит, вот тот, я упомянул, вот та самая молния. На самом деле это удивительные вещи там происходят. И они начинаются, вот эти явления, которые заканчиваются взрывом, ну, молнией, они на самом деле вначале начинаются на молекулярном уровне. Да, и вот тут было много, конечно, уже известно, но и многие вещи были не совсем ясны, и мне вот этим некоторое время пришлось заниматься.